Добрый день, уважаемые коллеги. Мы с вами начинаем наш республиканский метод объединения учителей физической культуры. Мы сегодня будем говорить о внедрении проекта «Самбо в школу», как он реализуется, какие на сегодняшний день в республике есть наработки, какие дополнительные программы работают, какие существуют проблемы. У нас есть опыт. Сегодня будут с нами работать два представителя доп. Образования спортклуб «Виктория», 12-я школа города Сыктывкара. Сейчас я передаю слово Анатолию Абдуловичу Муртазяну, директору этого спортивного клуба. Мы узнаем на сегодняшний день, какие существуют проблемы, что уже достигнуто, что предстоит еще нам в своей работе исправить, откорректировать. Итак, пожалуйста. С 2017 года Центр «Виктория» участвует во всероссийском проекте «Самбо в школу». Центр зарегистрировался как участник проекта на сайте. После чего мы собрали совещание, посчитали учебный план и посчитали, что возможно открыть 4 группы самбо. Открыли, поскольку мы самбо еще не вели, был набор первых классов, вторых, третьих классов. Первая группа – это первые классы ОФП с элементами самбо. Вторая и третья группа – это дети вторых, третьих классов. И четвертая группа – это учащиеся кадеты 9-10 классов. Было намечено из расчета 4 часа – это самбо и 2 часа в неделю ОФП самбо. Занятия начали с сентября месяца. Дети на занятия этих объединений подошли. В общем, проблем с набором не было. Скажите, каждый ли ребенок может записаться в кружок самбо? В принципе, для того, чтобы записаться в кружок самбо, необходимо иметь, конечно, соответствующее здоровье, это справку о здоровье. И, пожалуйста, можно записаться, да, всем девочкам и мальчикам. Да. Здесь вопросов и проблем нету с записью. Поскольку впервые мы начали работать в проекте «Самбо» в школу, для этого надо было, во-первых, и подобрать педагогов. Педагоги для работы в центре мы определили 2 педагогов. Это Ивлев Александр Рудольфович, который у нас раньше занимался не самбо, а рукопашным боем, и Латкин Андрей Анатольевич, который ведет карате и в свое время тоже занимался самбо. То есть у них были определенные навыки, но уже достаточно забытые, и поэтому надо было каким-то образом их подготовить для того, чтобы они не знали также и методики, и подготовить, чтобы они качественно проводили эти занятия. С этой целью были подготовлены семинары. Здесь нам навстречу пошли, это ДЮСШ номер 5, а именно Поликарпова Нина Юрьевна, тренер, педагог высшей категории. Вот. И вообще в целом Федерация самбо, которая активно нам помогала в проведении семинаров для педагогов. Причем на первый семинар были приглашены все учителя школ города, учителя физкультуры,
педагоги дополнительного образования. Ну, естественно, все не подошли, но 23 человека присутствовали на нашем семинаре, активно участвовали. Многим очень это понравилось, но за один семинар вопроса не решишь. Поэтому был проведен еще семинар и открытый урок. Здесь у нас принимал участие, председатель Федерации самбо. Вместе с детьми, и открытый урок прошел успешно. Я думаю, для детей, для педагогов он был тоже также полезен. Также было намечено еще соревнование, которое в рамках нашего центра, а находимся и располагаемся мы на базе школы номер 12, там, где имеется борцовский ковер с покрытием нужным для проведения занятий, мы решили провести соревнования. Соревнования был поставлен уровень управления образования, городские соревнования, где это было открытое первенство, где могли участвовать все желающие дети, которые в городе, которые занимаются самбо. И участников у нас порядка 60 человек на этих соревнованиях было. Естественно, своими силами провести такое соревнование мы не могли. Здесь нам опять же помогали Федерация самбо города Сыктывкара и педагоги детско-спортивной школы, которые, естественно, владеют и имеют этот проведение и соревновательный опыт имеют большой. Так, дети, мы своих участников в первых соревнованиях не выставляли, поскольку это был только опыт работы, первый год обучения детей. Выступали в основном все дети из других школ. Ну и таким образом вот у нас закончился первый год реализации образовательной программы самбо. Все мероприятия были зафиксированы, и мы их отправили, разместили на сайте, всероссийском сайте самбо в школу. В этом году, как мы и запланировали, мы набрали 2 группы самбо. Одна группа 2-го года обучения, одна группа 1-го года обучения. Самбо ОФП, это дети первых классов, учащиеся первых классов. И также у нас одна группа, это кадетские классы, это 9-10 класс. Выделено было из учебного плана на каждую группу по 4 часа в неделю, 144 часа в год. И, соответственно, 2 часа в неделю это ОФП самбо. Мы, конечно, понимаем, что этого крайне недостаточно для качественного проведения этих занятий и обучения детей. Но в дальнейшем, если будет возможность, будем повышать, увеличивать количество часов на группу. Также запланировали в этом году проведение соревнований и обучение педагога. Были организованы КРИРО и ПК курсы по программе «Методика преподавания курса самбо в образовательных организациях».
Александр Рудольфович Ивлев прошел эти курсы. Вот. И следующий этап – это соревнования. Перед тем, как соревнования подготовить и провести, мы решили поучаствовать в этих соревнованиях. Мы решили, Александр Рудольфович решил, провести открытые занятия с привлечением специалистов из ДЮСШ-5. Это Поликарповой Нины Юрьевны, которая подходила на его занятия, объясняла детям правила соревнований, технические действия, и вместе они готовили детей к предстоящим соревнованиям. Соревнования были намечены на конец апреля месяца, они посвящались победе в Великой Отечественной войне, куда были также приглашены участники боевых действий, которые наш проект также направлен не только на формирование навыков технических и определенных знаний и умений, но и также на патриотическое воспитание. Поэтому открытие и проведение соревнований было достаточно торжественным, в соревнованиях приняло участие 67 спортсменов. Здесь мы уже показали свои возможности. Наши ребята, наши учащиеся заняли два первых места, 2 вторых места, и 5 третьих мест. Достаточно хороший результат, думаю, что показали. Правда, здесь соревнования были с возрастной группой, самой младшей возрастной группой. Это 2008-2009 год. И 10-й, там у нас 2010 по справке индивидуально выступали. То есть результаты какой-то есть. Дети занимаются с охотой, желанием, посещают занятия. Хоть и условия для проведения занятий недостаточно хорошие, мы это понимаем, знаем, но будем в этом направлении работать. Возможно, что и какие-то изменения будут. Здесь у нас недостаточно хорошо оснащена материально-техническая база. Работаем над этой темой. Слабо экипированы дети, нету самбистских курток, не хватает, очень мало их. Родители в этом возрасте еще не покупают им куртки. Самбистских борцовок не хватает. И еще зал, в котором мы проводим занятия, он по размерам небольшой, и поэтому мы в нем можем только проводить занятия с группами 10-12 человек, и набор ограничен в эти группы. Что значит, по итогам этого года мы результаты отправим, я думаю, на сайт, на всероссийский сайт, подготовим и отправим на всероссийский сайт самбо в школу. И на следующий учебный год также запланируем, пока запланируем обучение в группах
двух группах второго года обучения, одна группа первого года обучения и наберем группу ОФП «Самбо». То есть охват обучающихся Охват будет обучающихся у нас больше. нет, охват остается Прежний, прежним, да, охват обучающих, к сожалению, прежним. Но здесь причины это нет возможности как бы приглашать детей и в зале, в помещениях. То, что мы занятия проводим также в помещениях школы номер 12 и подстраиваемся под расписание школы. Тогда у меня возникает вопрос, Анатолий Абдулович. Возможно ли в рамках 3-го часа физкультуры модульно ввести проект «Самбо» в школу? Для этого вот вы специалисты, что скажете, что для этого нам необходимо на сегодняшний В день? первую очередь, конечно, я так считаю, что необходимо, должна быть материально-техническая, соответствующая материально-техническая база. То есть в школах должны быть такие помещения, не в общем большом спортзале, где обычно проводятся уроки физкультуры, а определенные помещения, может быть это большой класс, где желательно стационарно должен лежать борцовский ковер с покрытием, чтобы избежать дальнейших травм. Второе, это обучить надо педагогов, учителей физкультуры, которые, естественно, проходили когда-то единоборство, но давно забыли об этом, и поскольку не специализируются в этом направлении, их надо обучить, дать определенные навыки и знания. Так, и третье, составить четкую образовательную программу. Учебно-тематическое планирование, где должны быть прописаны все технические действия, специальная физическая подготовка, общая физическая подготовка, ну и, естественно, контроль, наверное, со стороны администрации. Если в модуль они включили данную образовательную программу, то и надо, чтобы она реализовалась. Спасибо большое. Сейчас мы послушаем специалиста, которого сейчас нам только что расхваливали, Александра Рудольфовича, тренера спортивной школы «Виктория», непосредственно человека, который работает с детьми. Здравствуйте. Добрый день, Александр Рудольфович. Меня зовут, уже сказали, Александр. Я работаю педагогом в Центре дополнительного образования «Виктория». 2 года назад, как уже говорили, наш центр принял участие во всероссийском конкурсе «Самбо в школу». И я уже 2-й год веду занятия с группами начальной подготовки. Это мальчики и девочки 7-10 лет. Мной была разработана 2-годичная программа, где основной упор был поставлен на общую и специальную физическую подготовку, куда входят скоростно-силовая подготовка, акробатика, растяжка, укрепление связок и суставов. Также обучению в основном страховки и самостраховки, чтобы дети научились падать, кувыркаться, и чтобы во время борьбы они не получали травм. В первый год обучения из борцовской практики по борьбе они в основном изучают захваты, освобождение от захватов, выведение из равновесия, удержание в партере. Это такие уже борцовские термины. А также броски, которые пока до 1-го года не имеют не требуют большой физической подготовки и технической подготовки хорошей. Во 2-й год обучения они уже продолжают уже более изучать общую физическую и специальную подготовку уже на более высоком уровне. Также изучают уже более сложную технику, начинают изучать болевые приемы, которые необходимы им для дальнейшего обучения. У нас программа рассчитана на то, чтобы в конце 2-годичной программы они в итоге могли продолжить обучение в детско-юношеских спортивных школах. То есть вы рекомендуете
Да, мы рекомендуем, в принципе, Учащимся. всем, но более перспективные, как бы, желать, чтобы они продолжили обучение уже там, где более высокие специалисты, высококвалифицированные. Ну и ребенок может достичь большего результата, так скажем, да, выйти на Да, другой да, уровень да. соревнований. Ведь ребенок тренируется для чего? Для того, чтобы себя проявить, показать. Мы показали в первенстве школы, допустим, хочется другого уровня, я так понимаю. И ребенку нужна подготовка более Да, качественная. да, да. То, что мы пока в своей программе с нашими Ставим часами, себе цель. да, ставим задачи, как бы пока их вывести на определенный уровень. Чтобы достичь дальнейшего уровня, они должны как бы дальше продолжать уже в более квалифицированных руках специалистов. Вот. Пока у нас не возникнет, например, такой же возможности тренировать побольше времени нам нужно для этого, более лучшая материальная техническая база. Вот. Ну а пока мы работаем как бы для детско-юношеских спортивных школ, чтобы перевести для них детей уже более-менее подготовленных. То есть вы осуществляете, так скажем, первый этап Да, начальную подготовки подготовку. самбо в школе. Да, да, да. Вот. Ну что можно по наблюдению этих 2 лет? Что детям нравится заниматься борьбой, в частности самбо. Вот. Но для большего интереса детям, у нас очень плохая материально-техническая база. Дети занимаются, как обычно, в физкультуре, кто-то в футболках. У нас есть несколько курток, но они в основном не для самбо, они дзюдовки, как бы для занятий дзюдо, а в них уже на соревнования не допускают. Вот. И нам как бы нужно где-то искать эти самбовки. Также на базе у нас борцовские ковры, и они как бы уже очень много лет эксплуатируются, изношенные и требуют постоянного ремонта. Вот. Есть проблема материально-технического Да, оснащения. очень большая. Дети ходят ведь заинтересованы на ваши тренировки. Им интересен данный вид Им спорта. интересен процесс, да. Но они интересен в начале, как бы, для того, чтобы они продолжили с интересом заниматься дальше, вот им как бы уже интереснее будет сама борьба. А для этого им нужна техническая база материальная. Кроме учебно-тренировочных занятий, у вас какие еще есть формы работы с детьми, с родителями? Мы посещаем соревнования по возможности, приглашаем. Агитационная работа. Агитационно, да, чтобы они посмотрели на эти соревнования. По возможности сами поучаствовали, как в этом году мы первый раз участвовали на соревнованиях такого городского уровня. Приглашаем специалистов из детско-юношеских спортивных школ, чтобы они провели мастер-классы для нас, для детей. Пока вот такие. Очень хорошо. Скажите, пожалуйста, вот после того, как вы организовали какое-то мероприятие, есть ли вот у вас такой момент, как приток детей, я так скажу, хлынули дети, пошли, заинтересовали? Есть какое-то ограничение. Да. В группе 15 человек или 10, потому что небольшой зал. Вот в этом и есть проблема, то, что мы не можем принять большее количество детей. Ну, У них хотелось желание, возможно, бы. есть, но у нас группа переполнена, мы их уже не можем, потому что Обслужить. маленькие залы, да. Так, Приходится им отказывать. ладно, будем над этим работать. Что еще сказать? В принципе, Как вы считаете, вот проект самбо в школу, ему есть жизнь дальше? Он будет существовать, развиваться? в школе нужны специалисты, чтобы они проводился этот проект. Надо сначала обучить людей, чтобы учителя физкультуры могли технически правильно провести занятия. Вот. Во-вторых, также нужна техническая, материально-техническая база. У нас в школах очень мало, в большинстве школ вообще нету Не такой готовы к базы, этому. да. На матах это очень опасно проводить занятия. Вот, поэтому материально-техническая база, обучение педагогов, чтобы они могли проводить эти занятия. Вот, и составление программы, наверное, чтобы у них была программа, по которой они будут проводить занятия. Хотя бы модуль. Хотя бы модуль, Да. да, хотя бы начать с нескольких часов, как они обычно проводят волейбол, баскетбол, легкую атлетику для начала. А потом, если найдется хороший специалист, можно и уже проводить более значимые занятия. Спасибо большое, уважаемые коллеги. Мы на сегодняшний день с вами обозначили, я так вижу, 3 проблемы при проекте внедрения самбо в школу. Это материально-техническое оснащение наших школ, специалисты, отсутствие специалистов,
Значит, нам нужно будет продолжать КРИРО проводить курсы переподготовки или подготовки, так скажем, да, чтобы учителя физической культуры не боялись и внедряли модульно проект самбо. И нужна помощь методическая при написании программы вот именно модуля самбо, где нужно рассчитать техническую, тактическую, ОФП подготовку. И поэтому нам есть над чем работать. Я обращаю внимание специалистов на то, школ, наших учителей, коллег физкультуры, что на сегодняшний день у нас есть также, мы проект с вами внедряем, физкультурный комплекс ГТО в школы, где дети могут выбирать по выбору, самозащита. Но на сегодняшний день в республике очень мало учащихся, которые выбирают именно вот этот вид, потому что боятся дети, потому что учителя физкультуры не владеют данным видом, не объясняют, не проводится это в школе. Те дети, которые посещают центры доп. Образования, спортшколы, они еще могут что-то, представляют. Но мы сейчас ведем диалог с региональным центром тестирования ГТО, где говорим о том, что уже есть судейская бригада, которая знает, как нужно судить именно вот этот вид. Мы просим, чтобы данные специалисты вышли также на курсы, объяснили, рассказали, показали, в каком виде принимается этот норматив, чтобы все-таки в республике данный вид не западал как самозащита. Благодарю всех за внимание. Мы с вами оформим теперь резолюцию нашего, так скажем, заседания. Есть над чем работать, перспективный план. Будем пускать в действие. Большое спасибо. Спасибо за внимание.